Можно ли использовать одно зарядное устройство для разных смартфонов, и как после этого не попасть на покупку нового гаджета? Я помню те времена, когда каждый производитель оснащал свой телефон зарядным устройством, рассчитанным для заряда комплектного аккумулятора. Но сейчас производители решили, что это не обязательный пункт и не радуют покупателей очередным блоком питания. Действительно, даже у меня скопилась большая коллекция различных сетевых зарядных устройств, которые и выкинуть жалко, использовать по назначению не получится, так как мощность довольно мала. Возможно, у вас возникали вопросы: а можно ли использовать неродное зарядное устройство для питания вашего гаджета и не будет ли ему от этого плохо? Комплектное фирменное зарядное устройство. В целом любым зарядным устройством можно будет зарядить ваш гаджет, если, конечно, подойдут разъемы подключения. Но сами понимаете, скорость заряда в некоторых случаях может быть ничтожна. Ранее различные производители телефонов пытались выпускать свои уникальные разъемы, поэтому об универсальности говорить не приходится. Но в последнее время мощности выросли и появились быстрые протоколы зарядок, поэтому производители переходят на передовой разъем USB Type-C. Благодаря этому переходу, не придется бегать в поисках именно своего разъема для заряда смартфона. Хотя еще встречаются гаджеты из бюджетной линейки с micro-USB разъемами. Как выбрать правильную зарядку для своего смартфона? Кроме самого зарядного адаптера, стоит обратить внимание и на провод, так как он может просто не поддерживать быстрые протоколы и несовместим с некоторыми из их. Поэтому на это стоит обратить пристальное внимание и изучить спецификацию, чтобы не получить снижение по производительности. Изучаем спецификацию своего устройства и выделяем, какие быстрые протоколы оно поддерживает, и лишь после этого стоит покупать зарядный адаптер. И лучше, если зарядный адаптер будет слегка больше по выдаваемой мощности. Таким образом, он будет меньше греться и соответственно будет меньше износ установленных радиоэлементов. И с точностью наоборот, будет действовать слабая зарядка и мощный смартфон. Если нет возможности использовать фирменное зарядное устройство, то подойдет любой адаптер, но время заряда будет значительно увеличено. Дешевое зарядное устройство может навредить не только аккумулятору, но и повредить сам смартфон, выдавая нестабилизированное напряжение. Быстрые протоколы зарядных адаптеров. В наше время еще можно встретить смартфоны без быстрой зарядки. Да и многие производители не устанавливают в свои гаджеты эту возможность, снижая стоимость. И особенно это заметно на бюджетных линейках. Но стоит учитывать, если в вашем гаджете нет такой возможности, то при подключении к мощному сетевому зарядному устройству с поддержкой таковой, вам не получится ускорить время зарядки. Кроме того, каждый производитель может использовать различные протоколы быстрых зарядок. Поэтому при выборе зарядного устройства это стоит учитывать и смотреть спецификацию заряжаемого гаджета. А различных протоколов быстрых зарядок существует довольно много, и они могут быть рассчитаны именно под своего производителя. Так, к примеру, Quick Charge от компании Qualcomm не смогут работать так же быстро на устройствах, рассчитанных на OPPO VOOC или Pump Express от MediaTek и наоборот. Какую мощность зарядного устройства стоит выбрать? Не секрет, что у каждого мобильного гаджета заявлены различные характеристики по потребляемому току. Поэтому используемые зарядные устройства должны иметь аналогичные мощности. И если использовать слабую зарядку, то скорее всего будет сложно дождаться, когда смартфон порадует надписью о полном заряде аккумулятора. Опять же, если производитель заложил в электронику своего гаджета ограничения по потребляемой, получаемой мощности, то при постановке на зарядку с более мощной, вы не увидите особой производительности, так как смартфон не сможет взять больше, чем предусмотрено. Но если сравнить заряд смартфона через комплектную или более мощную, то можно увидеть, что фирменная существеннее нагреется. А более мощная скорее всего нет, так как выдаваемая мощность превышает потребляемую, и она работает в половину заявленных характеристик. Если рассматривать использование более слабой зарядки во время питания емкого аккумулятора смартфона, то можно увидеть, что она будет существенно греться, ведь она просто не рассчитана на такую длительную эксплуатацию на максимальной мощности. И это стоит учитывать при подборе зарядного адаптера. В дальнейшем, скорее всего, все перейдут на Type-C, ведь этот разъем универсален и поддерживает высокую пропускную способность. В iPhone можно увидеть разъем Lightning, и по заверениям производителя они не спешат переходить к Type-C из-за проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем при использовании некачественных проводов и зарядных устройств. Если вы хотя бы раз открывали инструкцию на смартфон или другое устройство с установленным аккумулятором, то могли бы увидеть, что производитель всегда рекомендует использовать только оригинальное сетевое зарядное устройство. Оно максимально адаптировано для заряда аккумулятора гаджета. А вот бюджетные или некачественные зарядки попросту могут убить аккумулятор или даже сам гаджет. В большей части фирменное зарядное устройство имеет качественный кабель с низким сопротивлением, что довольно редко встретишь у подвальных поделок малоизвестных производителей. Дорогие братья и сестры, берегите себя и своих близких.
Дай Аллах вам здоровья и счастья. Подпишите на канал, поделиться видео с друзьями. Пожалуйста, не забывайте лайк и комментарии. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей.